ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мои, Всевышний Аллах сказал в Коране: «Хуаль ауаль валь ахир валь захир валь батин, ва хуа би кулли шайин алим». Он аль-ауаль, первый, ва аль-ахир, последний. Он аль-захир, возвысившийся, высочайший, ва аль-батин, скрытый. И он, знающий все обо всем. И тем самым, этим аятом, мы узнаем, что у Аллаха есть такое имя, как Аз-Захир. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил нам, что означает это имя, когда сказал: «Ва анта Аз-Захир, фаляйса фаука шей». Ты Захир, над которым нет ничего. Аллах, субхану ва тааля, Аз-Захир, выделившийся высочайшей своей сущностью, находящийся над своими творениями, над которым, в свою очередь, ничто не находится. Также он отличается абсолютным возобладанием над всякой вещью и подчинением всех своей воле. Это имя также указывает на высочайшую значимость Аллаха субхану ва тааля и на его бесподобие и совершенство во всех аспектах. Он явный и делающий для своих творений явными свои сокрушающие доводы. Он охватил всякую вещь своим знанием и знает счет всякого творения. Хиджабуху нур, лау кашафаху, лахтаракат субухату вачхи мантаха илейхи басаруху миналь халк, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, про него. Его хиджабом, завесой между Аллахом и его творениями, служит нур, свет, при поднятии которой ослепительная красота его лика и величия спалила бы каждого, на кого пал его взгляд. Субханаллах. Как пленительно такое описание. Какой разум выдержит перед такими качествами? Его хиджаб, его завеса, нур, свет. У кого еще завесой служит свет, скрывая такую божественную красоту? Кто еще может похвастаться сжигающей, ослепительной красотой? Кто еще мог бы так пленяюще рассказать о себе? Ля иляха илляллах. Ведь он тот, который собрал себе такие имена, как Аль-Халикуль Бари, Творец и Создатель, Аль-Каримур Рахим, благородный и милостивый, Аль-Кахаруль Джаббар, сокрушающий и могущественный, Аль-Алимуль Халим, знающий и кроткий, Аль-Куддусус Суббух, он же священный и хвалимый, Ас-Салямур Рахман, дающий безопасность и всемилостивый, Аль-Гафуруш Шакур, прощающий грехи и благодарный, Аль-Хайюль Джамиль, стеснительный он и красивый. Аллах, субхану ва тааля, Бог всего мира. Кто еще обладает такими прекрасными качествами? Кто еще обладает такими прекрасными именами, заставляющими нас плакать от радости за то, что Он наставил нас на путь познания Его, который приводит в конечном итоге к лицезрению Его прекрасного лика, субхану ва тааля. Какой мумин скажет, что не хочет подчиняться Аллаху, субхану ва тааля? Какой мумин не хочет увидеть Его? Какой мумин не желает этой встречи? Сердце какого мумина не трепещет при мысли об этой встрече? Какой мумин скажет, что его приказы трудны для выполнения? Какой мумин увидит благое в том, что он запретил? Субхану ва тааля. Аллах, субхану ва тааля, Аз-Захир, существование которого стало явным, несмотря на то, что он скрылся в потустороннем мире. Аллах, субхану ва тааля, сделал человека наместником на земле, вручил ему власть над всеми земными богатствами, дал ему безопасность на земле. И это наместничество стало испытанием
на перекрестке двух миров. Явного мира, в котором мы с вами живем, и загробного мира, к которому мы все придем. Чтобы человек этими знамениями убедился в единственности Аллаха Субхану ва Тааля, в обладании такими прекрасными именами и качествами, описаниями и действиями. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Алимуль гайб, фаля юзхиру аля гайбихи ахада». Он знающий сокровенное, знающий сокровенные знания, и Он не открывает эти знания никому. В другом месте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Залика алимуль гайби ва шахада, аль-азизур рахим». Он знающий сокровенное и явное. Он аль-азиз, великий, величественный, ар-рахим, милостивый. Как в Аллахе Субхану ва Тааля сочетаются все эти качества: величие, мощь и сила, и в то же время ар-рахма, милость к своим творениям. Аллах Субхану ва Тааля аз-Захир, видящий все, что скрыто от глаз Его творения, знающий все, что скрыто в сердцах и душах. И Он знает обо всем, чему свидетелем становишься ты. Аллах Субхану ва Тааля аз-Захир, аль-Кауи, сильный и могущественный, которого невозможно одолеть, которого невозможно победить. И в то же время Он ар-Рахим, милостивый по отношению к своим верующим рабам, сострадательный, мягкий с ними. Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля аз-Захир поставил на ноги свои творения, не оставил их сотворенным наполовину, выправил их дела, показал каждому путь к выживанию на этом свете и показал каждому путь к спасению в ином свете. Он аль-Му'ин, помогающий и дарующий победу своим верующим рабам. Аллах Субхану ва Тааля аз-Захир. Это имя также указывает на такое качество Аллаха Субхану ва Тааля, как показывать и помогать, возвышать и побеждать. И Аллах Субхану ва Тааля показывает в своих творениях все, что пожелает, согласно своей мудрости и распоряжению. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Хуа аллади арсаля расуляху биль худа ва динил хак, льюсираху аля дини кулли, валю карихаль мушрикун». Он тот, который отправил своего посланника биль худа ва динил хак, с прямым путем истинной религии. Для чего Он отправил посланника с этой религией? Льюсираху аля дини кулли, чтобы он поднял эту религию, поднял ее и возвысил эту религию над остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Алимуль гайб», знающий сокровенное. «Фаля юзхиру аля гайбихи ахада». И Он не показывает, не открывает свои сокровенные знания никому. «Илля ман иртада мин расуль», кроме тех посланников, которыми Он доволен. А Аллах Субхану ва Тааля доволен всеми своими посланниками. «Фаиннаху яслику мин байни ядайхи ва мин хальфихи расада». Аллах Субхану ва Тааля посылает своему посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, ангелов, которые оберегают его от кражи джиннами какой-либо части откровения, чтобы те, в свою очередь, не доносили их до предсказателей. Аллах Субхану ва Тааля аз-Захир. И в хадисе от Абу Хурайры, ради Аллаху анху, говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал следующий дуа, поклоняясь Аллаху Субхану ва Тааля этим именем. Так что, если ты хочешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля этим именем, и ты читай такой дуа. «Ва анта аз-Захир, фалейса фаука шей». Ты, о Аллах, аз-Захир, и нет над тобой ничего. «Ва анта аль-Батин, фалейса дунака шей». И ты аль-Батин, скрытый, от которого ничто не скроется. Скрытый и в то же время близкий. «Ихди анна дай, вагнина мин аль-факр». Я Аллах, возмести наши долги и убереги нас от нищеты. И можно делать Аллаху Субхану ва Тааля любое дуа с упоминанием этих качеств Аллаха Субхану ва Тааля, таких качеств, как покровитель и помощник, дающий убежище и приют. Субхану ва Тааля. Также ты можешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля таким дуа, который привел имам Аль-Бухари, рахмаллаху тааля, от Бара ибн Азиб, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза аттайта маджаак, фатавадда вудуака лиссаля». Когда ты придешь вечером или ночью к своей постели, чтобы отдохнуть, чтобы лечь спать,
то возьми свое обычное омовение, которое ты берешь для того, чтобы совершить намаз. Сумма даджи аля шиккаль айман. Затем ложись на свой правый бок. Вакуль. И скажи: Аллахумма аслямту ваджхи илейк. Я Аллах, я обратил свой лик к Тебе. Обратил свое лицо к Тебе, я Аллах. Вафаватту амри илейк. И верил Тебе свои дела. Ва альджату захри илейк. И полностью опираюсь на Тебя, я Аллах, во всех своих делах. Рахбатан ва рахбатан илейк. Стремясь к Твоей награде, стремясь и желая Твоей награды, и страшась Твоего гнева и наказания. Ла мальджа ва ла манджа минка илля илейк. Я Аллах, нет спасения и нет убежища от Тебя, кроме как у Тебя. Аллахумма аманту би китабика аллази анзальт. Я Аллах, я уверовал в книгу, которую Ты не спаслал. Какая книга это? Коран. Ва би набийика аллази арсальт. И я уверовал в пророка, которого Ты отправил к нам. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаин мутта мин лялитик, фаиннака аляль фитра, вадж'аль хунна ахира ма татакалляму бих». Если ты умрешь этой ночью, сказав эти слова, то ты умер на правильной акиде, на правильных вероубеждениях, на правильном пути. И сделай эти слова последними словами, которые ты говоришь перед сном. И если ты хочешь поклоняться Аллаху субхану тааля этим именем всю свою жизнь, в твоем сердце должно быть ясное убеждение, что Аллах субхану тааля всемогущий, и что Он вознесся над своим троном на небесах, и что Он единственный Творец и Создатель, управляющий и распоряжающийся этим миром согласно своему желанию. И когда раб обратит внимание на всестороннюю мудрость Аллаха субхану тааля в доведении доводов, как Он благоустроил человека и поставил его перед выбором, уверовать или нет, непременно выберет правильный путь, уверовав в Аллаха субхану тааля и подчинившись Ему. Ведь подчинившийся Ему заслужил от Аль-Карима, щедрого, награды, а отказавшийся от подчинения и возгордившийся заслужил от Аль-Халика, Творца, наказания. Ведь все пройдет согласно Его предопределению, написанному в небесной скрижали, Лауль Махфуз. И раз уж Аллах субхану тааля фа'алю лима юрид, вершит то, что пожелает, то Он непременно осуществит в Своем Царстве то, что хочет, что не выйдет за границы Его мудрости и справедливости. И таким образом, испытание Аллахом своих рабов с одной стороны заключается в том, что Он проверит их на признание Его единым Творцом, Господом и Владыкой, а с другой стороны, после принятия этой истины, Он проверит тех, кто принял ее, признают ли они Его единственным заслуживающим поклонения, будут ли они только Ему поклоняться после такого признания, или же они будут многобожниками, веруя в божественную силу аулия и зияратов, талисманов и созвездий, или же будут вообще кафирами, неверными, не признавая Аллаха субхану тааля Господом и не признавая Его пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и не признавая ислам истинной религией. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Фаиза массаль инсану дуррун да'ана». И когда человека коснется зло или какая-то беда, он взывает к нам, говорит Аллах. Он взывает к Аллаху субхану тааля, потому что он беспомощный, не может один справиться с этой бедой, с этой трудностью, с этой проблемой. «Сумма иза хаввальнаху ни'матан минна, каля иннама утитуху аля ильм». Я Аллах. А затем, когда мы даровали ему спасение или же облегчение и даровали ему свои блага, он возвращается обратно в свое неверие и становится неблагодарным, кафиром, неблагодарным и не признающим блага Аллаха субхану тааля. И еще говорит: воистину, Аллах субхану тааля дал мне эти блага, потому что я лучший, потому что я заслуживаю это. Бальхия фитна, говорит Аллах. Однако это фитна, испытание, это соблазн, испытание. Аллах испытывает этими благами своих рабов. Испытывает их, чтобы посмотреть и увидеть. Знающий Аль-Алим хочет посмотреть, кто из его рабов будет благодарным, а кто будет неблагодарным, кафиром. «Валякин аксарахум ля я'лямун», говорит Аллах. Однако большинство из них не знают по причине своего невежества
и плохого мнения об Аллахе субхану тааля. Это фитна, искушение, потому что человек, узрев все эти явные знамения, проявляет небрежность по отношению к тому, кто показал эти знамения. Как результат его имени Аз-Захир, согласно мудрости, заключающейся в его имени Аль-Хаким, мудрый. И той мудростью, ради которой Аллах субхану тааля сотворил все творения, показав тем самым свою мощь, является таухидуль убудийя, единобожие в поклонении. И воистину Аллах субхану тааля показал нам все блага, потому что Его имена служат первоисточником всех этих благ. Тем самым сообщает скрытым и открытым текстом о единственности Его заслуженности в поклонении. И от этого признания зависит конечное пристанище Его рабов – вечный рай или вечный ад. Имам Муслим, рахмахуллах, привел хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах, субхану тааля, сказал: «Я ибади, инни харрамту зульма аля нафси, ва джа'альтуху байнакум мухарраман, фаля тазаляму». Аллах, субхану тааля, аз-Захир, аль-Халик, Творец, обращается к каждому из нас. О мои рабы! Аллах нас всех назвал рабами. У нас нет иного выбора. Нет иного выбора, кроме как быть рабами Аллаха субхану тааля. О мои рабы, говорит Аллах субхану тааля, я запретил себе притеснение. Я запретил себе причинение зла кому-либо. И сделал его запретным между вами. Сделал его запретным для вас. Так не причиняйте же друг другу зло и не притесняйте друг друга. Я ибади, куллукум даллун илля ман хадайтуху, фастахдуни ахдикум. О мои рабы, говорит Аллах субхану тааля, все вы заблудшие, кроме тех, кого я направил на правильный путь. Так просите же у меня направить вас на правильный путь. Я непременно направлю вас на этот правильный путь. Я ибади, куллукум джаи'ун илля ман ат'амтуху, фастат'имуни ут'имкум, говорит Аллах. О мои рабы, все вы голодные, кроме тех, кого я накормил. Так просите же меня накормить вас. Просите меня накормить вас, и я накормлю вас, говорит Аллах субхану тааля. Я ибади, о мои рабы, куллукум арин илля ман касаутуху, фастаксуни аксукум. О мои рабы, говорит Аллах, обращается к каждому из нас. Все вы нагие, все вы обнаженные, все вы обездоленные, кроме тех, кому я дал одеяние, кроме тех, кого я одел. Так просите же меня дать вам одеяние. Просите же меня покрыть вас, и я непременно дам вам одеяние. Я ибади, иннакум тухтиуна билляйли ван нахар, ва ана ахфиру зунуба джамиа, говорит Аллах субхану тааля. О мои рабы, вы ошибаетесь днем и ночью. Днем и ночью вы ошибаетесь, то есть совершаете грехи. Ва ана ахфиру зунуба джамиа, говорит Аллах. А я же тот, который прощает все эти грехи. Вы ошибаетесь, а над небесами тот, кто прощает эти все грехи. Фастагфируни, говорит Аллах. Агфир лякум. Так попросите же меня простить ваши грехи. Молите меня о прощении ваших грехов. И я непременно прощу вас, говорит Аллах субхану тааля. Аллах торопится нас прощать при первом же нашем покаянии. Я ибади, говорит Аллах субхану тааля, иннама хия а'малюкум. О мои рабы, ваша жизнь – это ваше деяние. Ухсиха лякум, говорит Аллах. Я веду счет вашим деяниям. Сумма уафикум ияха. А затем, согласно вашим деяниям, воздам воздаянием. Ла иляха илляллах. Фаман ваджада хайран фальяхмадиллах, говорит Аллах субхану тааля. И кто же обнаружит свою награду в судный день, приятной и полезной, то пусть восхвалит Аллах субхану тааля. Пусть восхвалит Аллах субхану тааля. «Ваман ваджада гайра залик, фаля ялуманна илля нафса», сказал Аллах. А кто же обнаружит свою награду в судный день, болезненной, мучительной и неприятной, то пусть не порицает никого и не упрекает никого, кроме самого себя. И по-настоящему правильно надеется и уповает на милость Аллаха тот, кто выполняет его приказы. Выполняет его приказы и доволен его шариатом. Тот, кто выстаивает намазы, выплачивает закат, если он богатый,
Что это 2,5%? Эти 2,5% отделяют тебя от милости Аллаха. 2,5%, а не 13%. 2,5% стоят между тобой и щедростью Аллаха субхану ва тааля. Между тобой и довольством Аллаха субхану ва тааля. Потому что эти 2,5% не твое богатство. Это имущество бедных, которое Аллах субхану ва тааля тебе вручил, чтобы проверить тебя. Будешь ли ты благодарным Ему? Будешь ли ты благодарным Ему? И вернешь ли их имущество обратно им? Это не твое богатство. Верни их им. И получи довольство Аллаха субхану ва тааля. А также дуа. Дуа этих бедных людей, которые за тебя сделают. Они сделают за тебя дуа. И Аллах тебе добавит еще больше богатства. Также правильно надеяться на милость Аллаха субхану ва тааля тот, кто почитает родителей. Мягко обращается с ними. Любит их. Заботится о них. Чутко относится к ним. Нежно. Торопится отвечать на их просьбы. Ля иляха илляллах. Также тот, кто постится в месяц Рамадан. Тот, кто проявляет заботу к сиротам. Тот, кто проявляет заботу к вдовам. Заботится о них. Тот, кто навещает больных. Тот, кто ухаживает за старыми и слабыми. Он правильно надеется на милость Аллаха субхану ва тааля. Тот, кто останавливает гнет, удерживает людей от зла по мере своих возможностей. Он правильно надеется на милость Аллаха субхану ва тааля. Также тот, кто думает, как бы принести религии Аллаху субхану ва тааля хоть какую-то пользу. Не думает только о себе. Не является эгоистом, защищающим только свои интересы. Нет. Он заботится об умме пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Он заботится о религии Аллаха субхану ва тааля. Для него интересна религия Аллаха субхану ва тааля и возвышение слова Аллаха субхану ва тааля высшим на земле. Он заботится о будущей жизни. Заботится и готовится к загробной жизни. Так скажи же ля иляха илляллах. Скажи ля иляха илляллах. Разбуди свое спящее сердце этим оживляющим словом. И начни свою жизнь с новой страницы, на которую падала бы милость Аллаха и Его довольство. И будь стойким на этом великом и героическом пути проявления арабской покорности аз-захиру. Акулю кавли хаза, ва астагфируллаха ли ва лакум, ва ахиру да'вана анилхамдулиллахи раббил алямин. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.